наши сольнавии барномаи Сирко давом дорад. дар инҷо ман бо забони русӣ ҳарф мезанам. аз бас ки меҳмонони навбатии мо бо забони русӣ бисёртар суханронӣ мекунанд. Итак, блогеры, вайнеры, спортсмены, хорошие ведущие, КВНщики Умид Абдуллаев и Музафар Заидов. Добро пожаловать на передачу Сирко, друзья. Салам алейкум. Салам алейкум. О, у тебя какой прекрасный голос. Этот голос очень часто можно услышать на радиостанциях, правильно? Да, можно услышать, можно было слышать. Не очень хороший ведущий. Умид, как дела? Все хорошо? Я смотрю, я слежу за вашим творчеством. Я так и знал, что за нами хоть кто-то следит. Ну, наши зрители, чтобы узнали, чем вы занимаетесь. Может быть, кто-то вас не узнает, но больше всего, конечно, узнают вас и в Душанбе узнают. Умид, чем вы сейчас занимаетесь? В данное время занимаемся съемками вайнов, как вы правильно заметили. И плюс у нас есть один сюрприз для наших, так скажем, почитателей. Да. Мы готовим телевизионный проект. Серьезно? Да, это будет скетчком. Ух ты! Мы очень надеемся, что это понравится всем. Скетчком на Вигари прям. Старт на Вигари. Обязательно, обязательно должно понравиться. Это скетчком в стиле, там будут одинаковые какие-то образы или... Нет, это будут разные образы, и что примечательно, это будет юмор с перчиком. Социалочка такая, да, и называется он, скажем название? Да? Каламфур. Каламфур? Каламфур. Да, мы решили так назвать, да. Ага. Да, логики никакой, но мы не, просто очень креативно, очень креативно. Во-вторых, у нас очень классный авторский состав. Да. Да. Вы знаете, ребят, да. Серьезно? Да, это Хабибджан. Хабибджан Бахдинов. Хабибджан Бахдинов. Это Абду. Абду Амид? Нет, это другой Абду. Другой Абду, ага. Не, на самом деле это Абду, да. Да. Но Абду у нас больше как актер, нежели автор. Да. Вот, ну, вы знаете, Абду такой мужчина. Не, вы могли эту информацию не говорить, я уже это сразу сам понимаю. Вот, и, естественно, у нас, как я и сказал, есть девушка в проекте, которая будет, соответственно, исполнять все женские роли. Это Махина Аюбова. Круто, ребята, вы вообще заводные, энергетика бешеная. Умид, я слежу за твоим блогом, он называется «Так себе блог». Да, это «Так себе блог». Кстати, можно пару слов? Да. Вообще, в принципе, я не позиционирую себя как блогер, по крайней мере, до недавнего времени не позиционировал себя. «Так себе блог» — это вообще была штука с намеком на стёб блогеров. Потому что в последнее время я начал замечать, что блогеры снимают абсолютно все подряд, неважно о чем, неважно где, неважно с кем. Они просто называют это блогом и снимают все подряд. И поэтому мне просто пришла идея, я, кстати, эту идею в Душанбе реализовал. Первое видео, да. Просто назвал себя, это так себе блог. Все, так себе, небольшой такой сарказм, стёб. Да, то, что это просто так сделано. Да, но так получилось, что эта штука полюбилась народу. Не, мне очень нравится, название вообще идеально. Так себе блог, да. Ну это самоирония, да, некая есть самоирония, но ты освещаешь вообще очень многие светские вечеринки, да, открытие каких-то там заведений. Да, стараемся. Да, очень круто у тебя получается. У тебя дикция, у тебя хороший русский язык. В целом, как может блогер или конкретно твой так себе блог приносить тебе деньги? Нет, шутки шутками, так себе блог можно монетизировать, я думаю, следующим образом. Наверное, во-первых, нужно, чтобы его больше людей узнало. Это раз. Да. То есть нужно приобрести узнаваемость. Запатентовать его как бренд, как серьезная какая-то, скажем, передачка. Вот, да, если говорить таким языком телевизионным. И, соответственно, формат я сейчас меняю, как вы заметили. То есть снимаю какие-то открытия. Был формат такой, который, кстати, попал в статью Азии Плюс. Свой формат, да? Да, это как раз был так себе блог топ-3 места в Душанбе, где можно бюджетно поесть студентам. Ух ты! Ну, то есть в пределах 20 самонов. Да, и эта штука, она попала в Азию Плюс. И сколько ты заведений прошел, чтобы выявить самую эту... Я прошел порядка, за 2 дня я прошел порядка 10 заведений, из всех из них на 20 самонов я сумел поесть только в 3. За 20? За 20. Это в Душанбе? Это в Душанбе. А в Душанбе проверял?
В Худжанде я на 20 во всех практически ем. Да. Меня провожают даже на такси, да? Да. Так вот, вот я думаю, что вот этим образом, освещая вот такие темы, то есть топ-3 такого места, топ-3 такого места, можно привлечь рекламодателей. За счет этого можно заработать. Умит Музафар, в целом, сейчас есть Инстаграм, Да. ну, как площадка, да? Где можно заливать вайны, и ТикТок. Да. Где сейчас круче? ТикТок. ТикТок. Однозначно ТикТок. В ТикТоке вот там без логики, без сценария. Я не люблю, но этот человек любит, конечно. Но в Инстаграме все очень как бы сложно там. Пока ты не вложишься в Инстаграм, нормально не вложишься, у тебя не вот приносит из 100, если ты не вложишься, 80%, что ты не выстрелишь. Просто ты останешься там где-то в закромах, канешь в лету. Просто пользователям Все. и... Да. И Инстаграм уже давно не продвигает своих пользователей. Изумительный, да, пример — это Белла Порч. Она просто качнула головой. Просто вот так вот. Вот так вот. Все. У нее сейчас больше 40 миллионов подписчиков. Смысл? А после этого было еще какое-то Да. видео у нее? У нее очень много. У нее практически все. Ну, один раз понравишься и все пойдет, да? Да. То есть фишка ТикТока в том, что ТикТок, алгоритм ТикТока реагирует на действия со стороны смотрящего человека. ТикТок, если вы заметили, сейчас абсолютно все звезды стараются сделать коллаборацию с тиктокерами. Потому что у тиктокеров огромная, просто огромная армия поклонников. И эти поклонники молодые. Все. Молодежь. Это молодежь. Сейчас через ТикТок можно просто какую-то песню спеть интересную. Ну, как тот же Моргенштерн. Я заметил, что это как бы, допустим, через ТикТок они делают популярны свои, допустим, Да. песня XO стала популярна Да. после ТикТока. Если вы хотите, чтобы ваши видео попадали в рекомендацию и в Европу, в англоязычные вообще страны, то вам нужно сделать всего две вещи. Всего лишь две. Сейчас лайфхак пойдет. Так вот, снимать видео без голоса, это раз. То есть это может быть танец, это может быть какие-то движения, понял. да? И делать подписи и хэштеги английскими. Ага. Плюс есть еще один очень крутой лайфхак. Я его испробовал, он работает. Заходишь в настройки телефона, меняешь регион или скачиваешь VPN, ставишь на Запад или же на Европу и кидаешь видео. И все. И считайте IP-адрес, с которого вы скидываете в данный момент, получается, как бы алгоритм его считывает, как будто он находится в Европе или на Западе. И начинает там крутить. Просто вот в те выдает в мировом. Это Чарли Дамело. Чарли Дамело, 18-летняя девушка. Первая девушка, которая преодолела отметку 100 миллионов подписчиков. У нее сейчас 103,2, по-моему, миллиона подписчиков В ТикТоке. в ТикТоке. Это кто? Это Она Чарли певица или Дамело. кто? Это танцовщица, девочка, которая танцевала. А. Она танцует. То есть вот она со своим контентом Да, стала ее популярной. контент это танцы. Танцы, все. Ее контент это танцы. У нас есть из Таджикистана Да. пользователи ТикТока с миллионом подписчиков. С миллионом нет, но у нас сейчас, если брать чисто таджикский сегмент, таджикистанский, точнее, то у нас лидирует Рома Медведев. У него более 170 тысяч. В ТикТоке, да? Да, и плюс вот сейчас просто будет открытие, прям просто бум будет полный. Это опять же таки, для меня это гордость. Так как, ни для кого не секрет, я с района, с Джабрусуловского, с поселка Пролетарск, военных работ. Так вот, у меня там есть один, как мы называем, братишка, Шохрух его зовут. Вы не поверите, в Таджикистане он на втором месте стоит. У него 158 тысяч. Серьезно? Да. А он что выкладывает? У него контент социальные ролики. Он выложил социальный ролик, который набрал около 5 миллионов просмотров, и он буквально за 2 недели набрал больше 100 тысяч подписчиков. Ничего себе. Одним роликом. Одним роликом. Круто. Сейчас вот У него несколько А в роликов. ТикТоке как зарабатывать? Опять-таки Так, вот. интеграция какая-то? Классная тема, классная тема. Первое, что я хочу сказать. ТикТок вводит новую функцию. Монетизация, как на YouTube. Скоро ТикТок будет платить за просмотр.
Сейчас эта система вводится, но экспериментально в разных странах. В основном это на Западе и в Европе, плюс также в Китае. Но не все пользователи ее получают. Только те, у кого действительно огромное количество подписчиков и просмотров. Есть везунчики, которые даже с 2000 подписчиков просто получают эту функцию. Плюс в ТикТоке ты можешь зарабатывать с прямых эфиров. Ты заходишь в прямой эфир, и тебе там донатят, если ты нравишься твоим подписчикам. Да, есть это, да, как бы да, баланс система там. донатов тебе кидают кристаллы, монетки, и ты можешь их Обменять. сконвертировать в деньги, в живые деньги. Ничего себе. И вывести их. Кстати, вот, что касается интеграции. Большой плюс ТикТока в том, что ты, будучи в Худжанде, ты можешь просто отрекламировать тот же Nike или Adidas, если твой ролик им понравится. Абсолютно все компании есть в ТикТоке. У них есть официальные аккаунты. И в ТикТоке есть функция разрешить рекламу. То есть ты снимаешь свою версию рекламы для того или иного бренда, делаешь вот просто клик, включаешь этот режим, он включается на месяц, к данному ролику он привязывается. Разрешение рекламы. Да. И у них, у этих аккаунтов официальных, есть возможность посмотреть твое видео. И если оно им понравится, считай, контракт у тебя просто в кармане. Банальный пример. Это один рабочий, ему 40 лет. Я честно не буду врать, я забыл, как его зовут. Он просто разнорабочий. Он однажды просто вышел утром, встал на свой скейтборд, взял камеру от телефона, оттолкнулся. Машина у него, пробка была, по-моему. Нет. Просто дорога, склон, он просто оттолкнулся и просто пил сок. И поставил какую-то песню. Пожалуйста, у человека... Продажи этого сока выросли. Один день. Да. Он на следующий день проснулся просто богачом. Эта компания, производитель сока, заключила с ним огромный контракт. Огромный просто. В ТикТоке рекламодатель платит, внимание, не за количество твоих подписчиков, а за количество просмотров. У тебя может быть 1000 подписчиков. Миллион просмотров. У тебя может быть 2, 3, 5 лямов просмотров. И рекламодатель будет платить за твои просмотры. Вот в чем фишка ТикТока. Отлично. Танцы. Ну, спортом занимаетесь, да? Да. Вы тоже боевыми искусствами? Да, рукопашный. Там, если это боевые искусства, конечно, там рукопашный бой. И да, качался. Качался. Примерно 4 года назад, как бы уже все бросил. Бросил? Да. Потому что... Бои без правил? Да? Или какие вы? Боевые искусства. Боевые искусства. Бои без правил относятся к смешанным боевым искусствам. Я, если говорить обо мне, то я занимался отдельными видами спорта, чисто для себя, потому что я люблю в целом боевые искусства, я воспринимаю это как науку, и я постоянно это все изучаю. Вы расстроены, что Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру? Ну, лично я нет, потому что он всегда борется, да, как бы бороться, там борьба, все-таки. Ну, как бы зрелищных боев он не показывает. Да, естественно, он болельщик, Хабиб Нурмагомедов, я гонщик комментарий, там, туда-сюда. Но я думаю, как бы, ну, надо зрелищно провести бой, чтобы он... То есть тебе нравится, чтобы... Да, не только борьба, 5 раундов, только борьба по цвету там. Нет, также, ну... Ребята, вообще круто, молодцы. Я тоже вас не буду задерживать, потому что Новый год вы должны еще по домам. Вот бы так милиционеры говорили на улицах, да? Ребята, смотрите, что планируете в будущем? И что мешает реализовать это? Нет, на самом деле мы планируем очень много вещей. Во-первых, мы планируем, вот самое главное, мы планируем запустить скетч.com. Это самое главное. А об остальном уже потом узнаете. Да. Пока не будем разглагольствоваться, да, как говорится, расскажи свои планы всем. Дорогие зрители, дорогие подписчики, если кто-то из вас решит помочь ребятам, поддержать их материально, чтобы они выпускали очень качественный контент, они понимают, что они делают, можете писать в комментариях свои контакты, они, ребята, выйдут, или вы можете подписаться на ребят и писать в Инстаграм и в ТикТоке, они там есть. Ребята, я вам желаю удачи. Хотелось бы вас спросить, так как вас двое, назовите 3 тиктокера, да, правильно если назвать, на которых нужно подписаться. Это со всего мира. И 3 вайнера, на которых нужно подписаться, чтобы наши тоже подписчики
подписались и посмотрели их контент. Отлично, супер. Походу Так, придется... ты называй тиктокеров. Да, а ты вайнеров давай. Вайнеров. Так, Вайнер, хорошо. Все, отлично. Итак, давайте с тиктокеров начнем. Давай. Во-первых, это обязательно Чарли Дамелио. Обязательно. Это тот, который первый место. Это та девочка, да, которая на первом месте. Не зря же она на первом месте. Чарли Дамелио. Чарли Дамелио, ребят. Второе, это обязательно Белла Порч. Белла Обязательно, да. И третье, это соответственно... Умит Абдулаев. Круто, Нет, молодец. кстати, на самом деле третье, это Дина Саева. Дина Саева. Дина Саева. Да, нет, да. Почему я называю именно этих? Потому что у них очень простой и доступный, а главное, постоянно меняющийся креативный контент. Спасибо большое. 3 вайнера. Так, Музафар. 3 Вайнера. Первый Вайнер, Сильверстр Сталлоне, не, просто, ну, Вайнер. Вайнер? Вайнер. Так, первый, это Лили Понс, Сека и Гусейн Гасанов. Отлично. Так. Дорогие зрители, вы, наверное, вот услышали. Заходим в Инстаграме, да, вайнеры. Да, Вайнер. А тиктокеры В ТикТоке. ТикТоке. ТикТок. Очень все просто. Ну что ж, ребята, перед тем, как я вас отпущу, маленькую игру с вами сыграем. О, да, круто, обожаю игры. Новая Давайте. рубрика «Перевертыши». Зафар умеет. Данная рубрика очень проста и, естественно, в свою очередь, трудна. Ага. Вам необходимо будет угадывать оригинальные названия фильмов или песен по перевернутым их названиям. Попробуем, да? Ага. 71 вечность осени. О, 17 мгновений весны. Легко, да? Давайте Отлично. покруче. Отлично. Поехали тогда. Все на улице. Все Так, на кто? улице, один дома? Один дома, отлично. Ты сказал, да? Не могу. Это он сказал. Хорошо. Ну что ж, курсанты назад. Курсанты назад. Советский фильм. Советский фильм. Просто советский фильм я не смотрел. Гардемарины вперед! Вот, отлично. О, Тим Бори, наверное. Черная луна джунглей. Белое солнце Ой, пустыни, блин. ну! Тимо здоровый, Итак. трансформится. Пой, пой. Пой. Ну, пой, пой. Ну? Правильно, Джимми, фильм Джимми. Джимми, танцор диско или танцуй. О, молодец. Красава, Теперь ты- ты понял наш... Ты мощный. Мы сейчас для него отдельный конкурс Давай, сделаем. ты детский. Итак, наша маленькая рубрика, давай придумаем. Хочу Оскар. Да, давай. покажи нам. Хочу Оскар. С О. Музафаром Заидовым, да? Музафар, Ага. давай, маленький такой этюд, я тебе задаю, да? Давай, сыграй нам, то есть сообрази, да? Что-то Представь, понятное. что летит огромная комета у меня за спиной. Странно, что когда астероид, ты держишь ногу. Я вот об этом подумал. Мы не успели, да, называется? А еще, Конечно, сбиваться Сбиваться, надо, потому всё. что это уже не профессионализм. Все, заново. Аниман. Ты Аниман. не должен был выходить из Да. зала. Вот видишь, это Он была знал, проверка. знаете. Неужели ты думал, что я и ты А? с видом- Я... Ну? Я Лена... Умит, знаете, твое задание. просто что прикалывает, он пока вглядывался, вас уже комета просто шмякнула. Окей, смотри. Не, он хотел прогнать комету. Чисто Комета или там астероид. дерзкий взгляд. Я, кажется, парашюти фронта сюда. Просто посмотрим. И Чисто. задание от Умита. давай. Задание от А. меня. Смотри, Ага. покажи мне, пожалуйста, нам, всем зрителям, покажи, пожалуйста, колобка, Не, которого жует лиса. мы еще не проходили, то есть такого. Ты же профессиональный Нет. актер. Вы мне дайте что-нибудь там, поймать что-то, Хорошо, или кого-то. хорошо, Да. Я тебя Поймай. Или рубить. хорошо. Да. Я как вспомню, как он рубил. Окей, смотри, знаешь что? Что? Поймай быка за рога. Ох, блин, малима фамат аддо. Где? Вот представь. Ну вот здесь. будет. На тебя, ты в Калиде, на тебя Реально бежит огромный бык. Хорошо, ну тогда, блин, быка.
У меня ощущение, что он никогда не видел Нет, коров. поймай, как ты умеешь. Ну, Поймай. ты очень большой человек просто. Ну, поймать быка за рога, да? Да. Хорошо. Просто я слишком большой, Яков, поэтому вот бык даст. Ребята, вы крутые. Я вам желаю только счастья, Спасибо. любви и здоровья. А самое главное, успехов в вашем творческом начале, в вашем скетч-коме. Мы будем ждать с нетерпением, и обязательно мы еще увидимся на нашей передаче, а может быть на других проектах. Ваши пожелания вашим поклонникам и нашим зрителям. Никогда не сдавайте назад, если у вас есть собственная идея, собственные убеждения и собственная цель. Никогда не сдавайте назад. Только надо газовать вперед. Да. Не слушайте никого там у тебя. Умид Абдуллаев, Музафар Заидов. С наступающим Спасибо. 2021 годом. Размет огромный. Спасибо.